Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня продолжаем серию уроков по теме функции. Сегодня мы с вами рассмотрим построение графиков кусочно заданных функций. Пример первый. Построить график функции f от x равно x в квадрате на интервале от -3 до -2. И следующее 2х плюс 8 на интервале от -2 до 0. Вот вы видите пример кусочно заданной функции. В чем заключается? Значит, область определения в данной функции от -3 до 0 разбивается на две составляющие. То есть от -3 до -2 мы должны построить график функции y равно x в квадрате. Мы помним, что это квадратичная функция, графиком является парабола. И на интервале от -2 до 0 мы должны построить функцию y равно 2х плюс 8. Это линейная функция, графиком является прямая. Ну, давайте приступим. Составим таблицу для параболы x, y. Если мы зададим -3, получается -3 в квадрате 9. И -2 у нас присутствует и первой составляющей, во второй называется граничные точки. Граничная точка -2, если возвести в квадрат, будет 4. Теперь для линейной функции достаточно тоже найти две точки. Это будет при -2, порешаем, 2 умножить на -2, сложить с восьмеркой, это будет 4. Теперь подставим 0 вместо х, порешаем, 2 умножить на 0 плюс 8 будет 8. Теперь на графике, на координатной плоскости мы границы x равное -3 и x равное -2 определили, чтобы построить первой составляющей области определения параболу. Находим, при -3 должно быть 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значит, внимательно тут отмечаем точку -3, 9 и находим точку при x равном -2 должно быть 4. 1, 2, 3, 4. Значит, здесь. И плавной линией мы строим кусочек параболы нашей. Так, построили. А теперь от -2 до 0, значит, вот в этой области мы строим нашу прямую. Для этого точки при -2 равно 4, вот у нас определена, и при 0 должно быть 8. При x равном 0, y 8. И теперь соединим прямая. Здесь получается кусочек прямой, y равно 2х плюс 8. Мы с вами построили первую кусочную заданную функцию. Теперь приступаем ко второй задаче. Пример 2. Постройте график функции y равно f от x равно x в квадрате -1, если x меньше либо равно 0, и x минус 1 все это в квадрате, если x больше 0. Видим, что у нас координатная плоскость будет делиться на две части. Это когда меньше либо равно 0, это левая полуплоскость, и x больше 0, это правая полуплоскость. Мы посмотрим. Первая функция y равно x в квадрате -1. Замечаем, что это квадратичная функция, графиком является парабола. И второе, x минус 1
все это в квадрате равно y, это тоже квадратичная функция. Значит, строим параболу. Давайте построим координатную плоскость. И увидим, здесь нарисуем нашу таблицу для построения первой параболы x, y. Значит, мы можем задать здесь иксы, которые левее нуля. Ну, давайте начнем с минус двойки. Минус 2 в квадрате это будет 4. От четверки отнимаем единичку, будет 3. Зададим минус 1. Минус 1 в квадрат возведем, будет единичка. Вычитаем единичку, будет 0. Следующая точка. Посмотрим. 0. Х в квадрате, это значит 0 в квадрате будет 0. Вычитаю единичку, будет минус 1. Ну, давайте найдем наши точки на координатной плоскости. При минус двойке должно быть 3. При минус единице 0. Вот она, я сверху запишу минус 1. И при нуле будет минус 1. И теперь плавной линией, чтобы было различить, я нарисую красным цветом кусочек нашей параболы. Теперь нам надо построить вторую параболу. Для этого самым простым способом, табличным, тоже построим данную параболу. Мы должны задать, когда x больше нуля. Значит, задаем при единичке, давайте начнем. При единичке, если мы поставим вместо x, будет 0. В квадрате 0. При двойке, от двойки отнимаем единичку, возводим в квадрат, это будет 1. Далее, ну и для точности возьмем точку 3, то есть x равное 3, получается у нас 3 минус 1 это 2, в квадрат возведем, будет 4. Давайте отметим на координатной плоскости наши точки. Получается, при единице 0, при двойке 1, вот она. При тройке будет 4. Раз, два, три, 4. И при тройке 3. И теперь 0 здесь у нас открыто. Значит, мы вместо x здесь, если 0 бы поставили, получилось бы единичка. Поэтому здесь, если мы поставим 0, будет минус 1 в квадрате и будет единица. Давайте я тут запишу. При нуле будет ровно единица. Но поскольку граница у меня здесь открыта, значит, тут должна быть выколотая точка. И соединяя плавной линией, мы получаем нашу параболу. Вот такой кусочный график построили при этой задаче. Ну, теперь рассмотрим еще и третий пример. Постройте график функции f от x равно 2 минус 2х в квадрате. Если x задается от минус 2 до 2, x минус 1, если x больше единицы. И третья функция минус x минус 1, если x меньше минус 1. Рассмотрим следующий пример кусочно заданной функции. Построить график функции f от x равно 2 минус 2х в квадрате от минус 1 до 1. X минус единица, когда x больше единицы, и минус x минус 1, когда x меньше минус 1. Давайте распишем по отдельности. Y равное 2 минус 2х в квадрате.
Здесь мы видим квадратичную функцию, графиком является парабола. Вторая функция y равно x минус 1 – это линейная функция, графиком является прямая. И третья наша функция минус x минус 1 равно y – это линейная функция, графиком является тоже прямая. Ну, давайте мы построим здесь таблицу, чтобы определить точки нашей параболы. Ну и смотрим. Минус единица, 0, единица. При минус единице в квадрат возводим, решаем, умножаем на двойку и вычитаем от двойки полученное наше выражение. Получается при минус единице 0. Когда подставим вместо x 0, мы получим y равно 2. Когда поставим вместо x единичку, получим ровно число 0. Так, чтобы потом построить нашу прямую, давайте тоже определим нашу таблицу. Достаточно найти две точки. Значит, будет, если у нас x равно единице, будет y 0. Ну и берем, поскольку вторая функция задана от больше единицы правее единицы, давайте запишем при x равном 3. Чему равно? Это будет y равно 2. И для третьей функции построим нашу таблицу x, y и найдем координат двух точек. Если у нас третья функция была задана минус единицы меньше, то есть левее, значит мы найдем при минус тройке и минус единичке. Порешаем. Минус до минус 3 дает тройку, вычитаю единичку, будет 2. Вместо x мы подставим минус 1, будет плюс 1, да вычитаю единичку, будет 0. Ну теперь на координатной плоскости построим наши графики. От минус 1 до 1 определяем точки параболы. При минус единице будет 0. При нуле будет 2. И при единичке будет 1. Плавной линией соединяем три точки. Это получается кусочек параболы. Теперь левее минус 1 мы строим третью функцию. Это у нас прямая. При минус тройке будет 2. Внимательно поставили точку. При минус единице 0. Вот эта точка. Ну и проведем нашу прямую. И первая прямая, которая задана второй функции, это при единице 0 точка, и при тройке будет 2. Здесь 3, и при тройке 2. Теперь соединяем две эти точки, мы получаем прямую. Значит, условия задачи мы полностью выполнили и построили график кусочно заданной функции. На этом урок закончен. Спасибо.